В Якутской республиканской офтальмологической больнице запустили централизованную систему подачи кислорода. Оборудование закуплено за счет средств региональной программы развития здравоохранения. Отныне больница будет сама производить кислород для нужд пациентов. Подробнее в материале Власия Сергеева. Новая станция запущена. Теперь кислород через разводку подается в операционные и палаты пробуждения. Помимо этого, кислород поступает и в общие палаты, чтобы при необходимости перепрофилировать их в ковидное отделение. В операционной проводится анестезиологическое пособие нашим пациентам. Кислород нам крайне необходим для работы тех же самых наркозных аппаратов. Плюс к этому это и вопросы и реабилитации, когда необходима подача соответствующего газа для организма человека. С этого дня наша больница перестанет нуждаться в поставках кислорода извне. Мы сами будем его производить для нужд наших пациентов. В больнице отметили, что введение в эксплуатацию новой кислородной станции очень важно в первую очередь для врачей-анестезиологов, от чьей работы напрямую зависит успех хирургического вмешательства офтальмологов. Нам нужно, чтобы у нас был контролируем уровень внутриглазного давления. Нам очень плохо иметь как высокое внутриглазное давление, так и низкое. Поскольку сейчас в современной хирургии офтальмологической применяется огромное количество методик, при которых используются трубочки, то есть подается постоянно ток жидкости. Он, конечно, должен постоянно контролироваться. Кислородная станция российского производства была привезена из Санкт-Петербурга. Чтобы смонтировать и подключить оборудование, а также обучить сотрудников больницы пользоваться им, в Якутск специально прибыл инженер компании-производителя. Мы работаем с медицинским персоналом, это врачи, медицинские сестры, врачи-анестезиологи. Мы показываем, как пользоваться кислородными, соответственно, конечным оборудованием, увлажнителями, консолями настенными для подключения наркозно-дыхательной аппаратуры. Добавим, что станция оснащена системой резервирования на 6 баллонов, благодаря чему подача кислорода может осуществляться даже при технических неполадках до устранения проблемы. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск.